Первый номер газеты «Республика Абхазия» вышел в предвоенный период, когда грузино-абхазские взаимоотношения накалились до предела. Нужен был печатный орган, на страницах которого абхазы могли бы доносить до мировой общественности свою точку зрения, отстаивать свое право на существование. Владислав Арзенба принял решение создать новую газету, дал ей название «Республика Абхазия» и назначил редактором Виталия Чамагуа. События 1989 года показали, и период это показал, что необходим печатный орган, который может на идеологическом фронте создать противодействие. По инициативе председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Григорьевича Арзенба было предложено создать свой новый печатный орган и назвать его «Республика Абхазия». Когда некоторые засомневались, а стоит ли так его называть, может Абхазия, может просто республика, Владислав Григорьевич сказал, пусть люди привыкают к этому новому словосочетанию. И он оказался прав. Грузинская часть коллектива Советской Абхазии, на базе которой была создана газета, восприняла в штыки новое словосочетание. Название «Республика Абхазия» им резало слух. Их не устраивали публикации абхазских историков, ученых и известных общественных деятелей, защищающих национальные интересы абхазов. Несогласные с новой политикой газеты уволились. Абхазию просто не считали как страна, как республика. Единая неделимая Грузия прежде всего звучала со страниц грузинской прессы, с другой прессы. До Отечественной войны народу Абхазии газета выходила ежедневно и оперативно доставлялась во все города, районы и даже отдаленные села республики. Служба доставки посредством почты работала исправно. В период войны удалось выпустить 70 номеров на базе Гудаутской районной газеты «Бзыпь». После боевых действий пришлось по крупицам собирать людские и технические ресурсы. Газета и типография расположены в одном здании в центре Сухума и составляют единое целое. Сегодня газета выходит 3 раза в неделю, тиражом 1200 экземпляров. В ней трудятся более 50 человек. Это творческие и технические работники, в основном с большим стажем. Молодежь идет работать неохотно из-за низкой оплаты труда. И это настоящая проблема, не только для Республики Абхазия. В редакции с особой теплотой вспоминают своего коллегу, ушедшего из жизни, Сергея Саркисяна, много лет проработавшего в газете. Лилиана Яковлева работает в газете со дня ее основания, пишет очерки, освещает культурные события в стране. Тогда в Советской Абхазии часть была молодых, то тут уже в Республике Абхазия коллектив из советской перешедший, он стал костяком опытных работников. И к нам пришло очень много молодых. Вот. Ну и мы старались чему-то учить. Эти традиции сохраняются и сейчас. Ну, к чему мы стремимся сами? Прежде всего, честность перед самим собой и перед своим читателем. Русудан Барганджия в журналистике с 1983 года начинала в газете «Советская Абхазия». В газете «Республика Абхазия» я себя чувствую как во второй своей семье, потому что здесь работают мои коллеги, с которыми я работала в газете «Советская Абхазия». И вот мы как бы вместе и там начинали, и работали, и здесь вместе работаем. У нас прекрасный коллектив, у нас прекрасный руководитель Юра Кураскуа, который делает все для того, чтобы создать нам комфортные условия. Первое, на что обращают внимание читатели, это дизайн, короткая информация и емкий заголовок. Если говорить о дизайне издания, то он не отвечает современным требованиям. Так считают и читатели, и сотрудники газеты. Но, как говорит главный редактор, нужны большие материальные затраты, чтобы газета выглядела совершенно по-иному. Любые сотрудники, работники, журналисты хотят для газеты изменения в лучшую сторону. Мы печатаем интересные материалы. Это одно. Мы хотим, чтобы был формат другой. Мы хотим, чтобы эта газета была цветная. И прекрасно понимаем, для этого нужны новые технологии. Печатный станок, который стоит баснословные суммы денег, и новые технологии, цифровые, которые позволяют газету сделать намного быстрее.
Что бы вы хотели изменить в своей газете? Формат. Она небольшого формата. Можно оставаться в таком формате, но несколько, допустим, страниц. Сегодня редкая газета не в цвете. Да, мы должны, конечно, понимать, согласиться с тем, что привлекает содержание, но и когда и форма, и содержание едины, от этого принципа еще никто не отказывался. Говорят, что это очень дорого приобрести вот такую машину, которая могла бы и шрифтовое разнообразие, и цветовая гамма, чтобы была. Так мы черно-белые. Юрий Кураско говорит, что редакция государственного печатного органа не работает под диктовку сверху. Газета «Республика Абхазия» – государственный печатный орган, официальный государственный печатный орган. Вы можете на своих страницах критиковать те или иные решения, действия правительства, парламента, власти? Значит, с момента издания газеты в сентябре 1991 года по сегодняшний день про газету «Республика Абхазия» можно было слышать разное. Различные шутки, байки, небылицы. Вот вы ангажированная газета, вот вы начинаете день с похода в правительство, что они вам скажут и так далее. Но каждый имеет высказать свое мнение, ну и пусть говорят. Ни разу по сегодняшний день, с того момента, как она начала выходить, никто нам ничего не указывал. Единственное, что были просьбы со стороны правительства. Звучит фантастически, и зрители, естественно, этому могут не поверить. Но это так. Врать я никогда не привык и не могу. Они нам только предлагают и советуются. А можете вы написать об этом? Вы можете воспринять это как просьбу, заказ и так далее. Последнее слово было всегда за журналистами. История газеты «Республика Абхазия», годы ее становления и развития – это история развития всей страны с ее драматическим и героическим прошлым. Газета и дальше будет превращать свои страницы в летопись истории. Елена Лолуа, Саид Агуха, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.